Салимет Сизби, здравствуйте! 18 октября 1992 года по инициативе Нурсултана Назарбаева впервые прошел Конгресс Духовного Согласия. Алтынсаринская сельская библиотека предлагает тематический час общения «Моя страна, страна мира и согласия». Мы должны построить общество, где ценится честь, достоинство и репутация каждого, где присутствует высокая мораль, этические стандарты и духовные ценности. Эти слова стали эпиграфом для проведения Дня Духовного Согласия. День Духовного Согласия – день моратория на конфликты и столкновения, день поиска и примирения. День Духовного Согласия сплачивает народ Казахстана вокруг традиционных нравственных ценностей, пропагандирует идеи толерантности и духовного согласия во имя мира и стабильности в казахстанском обществе. На сегодняшний день в Казахстане действует более 300 религиозных объединений. Казахстан не разделяет никого по национальному признаку, уважает язык, обычаи, культуру каждой нации и народности, демонстрируя этим всему мировому сообществу настоящий пример дружбы и единства. В единстве наша сила, страна разных, но равных. Там, где с уважением относятся к чужой культуре, где праздники не делят на свои и чужие, где священники и имам воспитывают молодежь, это Казахстан. Большую роль по сохранению общественного согласия проводит и Ассамблея народа Казахстана. Представители всех этносов и народностей работают сообща. День Духовного Согласия – это единство в многообразии, и это стало нашим общим достоянием. Согласие между этносами – нашим главным достижением, символом Казахстана, гарантией и основой развития страны. Наши религиозные праздники Курбан-Айт и Рождество Христово объявлены праздничными и выходными днями. Не случайно у всех народов единые нравственные заповеди «Не убей, не укради, почитай отца твоего и мать твою». Все религии мира призывают к сдержанности, терпению и согласию. В священном книге Коране есть слова: «Кто убил одного человека, это равносильно убийству всего человечества. Пекитесь о добром перед всеми людьми, живите в мире со всеми людьми». Такой же призыв содержит христианский Новый Завет. Настоящая вера только та, что побуждает человека к единству и добру. Это истина непроходящая и вечная, поэтому необходимо ценить то, что в нас уже есть. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание.